19 июля. Утро, 6 часов 10 минут. Вышел на улицу, смотрите, какая погода у нас. Все опять зависло. Вчера солнечно было целый день, а сегодня пасмурно. Не знаю, когда выйдет это видео, но я вышел поснимать, попросили у меня. Вчера комментарии я читал, что говорит, как дела с колодцем. Ну, поснимаю, что я сделал, что будем делать дальше. Смотрите, какие шланги у меня во дворе. Пожарные шланги, похожи на пожарные шланги. Там помпа, какой-то насос. Ко мне приехали бурильщики, короче. Вот опять шланг. Вчера установили все это дело, и вечером уже приехали, наверное, где-то после 8 или 9 часов уже было. Немножко дождик был, вон видно. И вчера я что смог? Ну, где-то, вон вода еще, где-то остается еще метров 5 закапывать. Я вчера целый день до 5 вечера, что смог, закопал там. Где землю нашел, где еще привозили один кузов вон там. Ну, не хватило, какой там 10 метров глубина. Вот, ну да ладно, может еще привезут сегодня или послезавтра, не знаю, как получится. И тут смотрите, что вот где установили бурильную скважину. Тут, ну, в общем, скважину вот тут будут, скважину здесь будут бурить. И я хотел вместо парника вот здесь поставить. Но знаете, экстренно пришлось все это спонтанно сделать. Ну ничего страшного, пускай будет там стоять. Никому не будет мешать. И от дома чуть-чуть подальше. Хотел рядом, но после такой ситуации, конечно, не хочется мне что-либо строить рядом с домом. Вон, смотрите, все. Обрушение такое потихоньку идет. Земля уходит вон туда. Ну, это их материалы и все. Такие. Как будут они работать, думаю, не буду снимать. Ну, спрошу, если согласятся, можно поснимать, как они работают. Я, в принципе, этой работы вообще не знаю, как она работает. Такие кабачки придется убрать отсюда, мешаются. И тут еще вот 2 ямы вырыты. Видно, вода будет туда скатываться. И мне самому интересно, буду смотреть. Тут такой куб. Сюда тоже воду накачают. И где-то у меня лопата должна быть еще. Отсюда вот, видите, место чистое. Я отсюда землю вчера я перетаскивал на тачке вон оттуда. И здесь, наверное, а здесь у меня из колодца, что я рыл колодец. Вот эта земля, все из колодца я сюда перетаскивал. А сейчас наоборот, обратно закапываю. Там начинал копать. Но что-то не получилось. Дерну, блин. Да и не захотел, наверное, я. Вот. Погода вообще жесть, ребят. Вообще жесть. Все луга затопило. Людям надо сено заготавливать. А ничего не получается. Приехали вчера. Все затопило. Лугов нету возле реки. Сенокоса. Не знаю, сегодня успеют, нет, закончить все это дело. Сейчас еще покажу, как я выбрал это место, почему я выбрал именно то место. Как я нашел этот источник воды. Сейчас я вкратце покажу. У меня старый дедовский метод. Многие знают там. И я никого не буду удивлять. Я просто покажу, как я искал эту воду. И нашел. Я уверен, что там ключ, источник. И это место я тоже также искал.
самый простой, но стопроцентно надежный вариант. Где-то придется вырыть на метров 15 минимум. 15 метров. Сейчас поснимаю немножко и тоже побегу к речке. Тоже посмотреть, как там, какая ситуация с лодкой тоже. Работы дофига. Работы дофига у меня. Набралось там, блин. Нет, да накопилось. Здесь канаву тоже вырыл. Вот тут водосток. Сперва у меня на огород шел. А сейчас вот так вырыл, чтобы обходил огород. И в ту сторону, чтобы вода не шла, я буду направлять этот ручеек вон туда. Оспач, Тулан. Тулан увидел камеру, уже мучит там. Оспач. Грызет эти доски, грызет. Кошку увидит. Видели реакцию, вы видите, как когда увидит кошку. Он вырывает доски зубами. Бревна прикупил. Дугды. Вон бревна лежат. 10 штук. Вот здесь вентили менять. Здесь уже я менял, но вот придется по второму разу. Эти 2 венца нам придется поменять. Все сгнило, ребят. Здесь как будто все нормально, чисто. Но с внутренней стороны, снутри там вот так. У меня гриб. Плесень. Как по-другому еще плесень. Я и говорю, проблемы за проблемой. Не одна, так другое. Оспай. До того уже Тулан привык к камере. Как включаю камеру, начну разговаривать. Все, начинает просится, что уже знаешь, что Олег пойдет в лес или еще. Надоело уже им в вольере лежать. Куда-нибудь надо тоже сходить. На избу не получается пока, но хотя бы сходить в лес просто посмотреть грибы еще. Послезавтра опять сильные дожди. Куда уже нам воды? В Астрахань почти эти тучи идут. Нам эти дожди уже не надо. Вот где стоит этот дождь. Вода. Ладно, сейчас покажу, как я нашел источник воды. Вкратце поснимаю. Ребят, а искать это очень просто. Смотрите. 2 проволоки. Смотрите, какие они кривые, неровные. Ну, уже нашел где-то, лежали там у меня. И так вот загнуто, смотрите, где-то 15 сантиметров. А здесь разницы не вижу, что полметра, что 20 сантиметров. Без разницы. Но у меня вот такой длины, где-то сантиметров 40. И держим вот так. Не зажимаем, ничего не надо зажимать. А держать надо просто спокойно вот так. Он, видите, болтается туда-сюда. Вот. И вот так параллельно держите друг другу и идете. Как вы найдете источник, где течет подводная река, вы поймете сразу. Вот так. И сейчас вот покажу, как это все выглядит. Держим так. Перед над грудной клеткой. И идем параллельно, держа проволоку. И смотрите, что происходит, когда вы находите ключ. Видите? Скрещивается проволока, скрещивается. У некоторых людей, наоборот, открывается. Тоже это от людей зависит. У меня, вон, скрещивается. Я ничего не делаю. Это проволока сама. Вот сейчас я подойду вам. На одном и том же месте, в одной и той же точке, где проходит источник воды. Ты пройдешь полкилометра, километр, может ничего не сдвинуться с места.
А когда подойдешь над источником, ты увидишь, она самостоятельно вон, видите, самостоятельно. Я ничего не делаю, ребят. Он проволока, он самостоятельно. Я не знаю, как объяснить это. Но это есть. Сейчас вот я пойду еще покажу на другом месте, где я решил выкопать. Смотрите внимательно, что будет сейчас происходить. Видите? Я ничего не делаю. Я ничего не делаю, вон. Скрещивается. Потому что здесь ключ. Чистая настоящая вода, источник. Здесь можно копать колодец. Вот и все. Короче, секрета нету. Я не знаю. Секрет есть. От чего это все происходит. Можно в интернете посмотреть. Там подскажут умные люди. Те, кто ничего не знает, но объясняет, как может. Есть такие. Умничают многие даже. Я лично не знаю почему. Но эта проволока самая настоящая искатель воды. Сейчас я над колодцем еще пройдусь. Старым своим колодцем. Вот смотрите. Прямо над колодцем у меня проволока скрещивается. Понимаете? Не там, где-то в стороне 20 метров, не еще где-нибудь в другом в углу, а именно здесь, где вот вода, где надо выкопать этот колодец. Знаете, я перед этим колодцем везде искал, там, здесь. Можно этой проволокой смотреть, как течет подводная река. Все ты можешь смотреть. И я в доме также проходил. Именно в доме, и у меня в кладовке тоже. Под кладовкой можно там. Без разницы, там через под бревнами. Все равно. Хоть 40 метров вода, под 40 метров под землей вода идет, все равно. Эта проволока подскажет, где источник воды, где колодец можно копать. Ну, это для тех, кто не знал. Вот такая проволока. Можно потолще, но алюминиевая должна быть. Алюминиевая. Не медная, а алюминиевая. Это сильное оружие. Кто не знает. Инструмент. Сильный инструмент. Подскажет, где можно выкопать колодец. Ну, примерно так. Ну вот. Немножко поснимал, что у меня. И тут еще вот в прошлом видео я не доделал, но вот я вывел такую трубку, металлопластик. Здесь у меня обратный клапан будет стоять, вот тут обратный клапан. И здесь бочку поставлю, и до осени я буду отсюда с бочки набирать. Станция моя будет набирать воду из бочки. Конечно, не будет так уютно из колодца с бочкой таскать, потом из бочки будет набирать станция воды. Но пока такие походные условия у нас, ребят. Потом уже осенью я разберу парник, и там я проведу из скважины воду, будет заходить, и проблем никаких не должно быть. Но это затянется до осени. Опять пошел дождь. Я не знаю, уже, блядь, дома начали тонуть, а все еще идет дождь. Ладно, вот такие новости возле на моем участке, на нашем участке, возле нашего дома. Сегодня, в общем, если погода позволит, будут рыть скважину. Все, ждите продолжения. Ну, может, снимать не буду всю работу, но вкратце буду рассказывать. Некоторым это интересно, а многим не угодишь. В общем, ждите новое видео. Всем пока.